Итак, Айдос Ербосынулы сейчас будет боксировать за титул. Пока что его рекорд не тронут поражениями. 9 боев, 9 побед, 7 нокаутом, что для этого веса очень хорошо. Рост 1,81 м, как уже отмечал соперник, длинные руки, 27 лет, возраст тоже вполне приличествующий для больших свершений. В 2015 году стартовала его профессиональная карьера. Халат почти как у Головкина. Но почему бы и нет? Кстати, заезжал Айдос Ербосынулы не куда-нибудь, но в зал к Фредди Роучу. Но, опять же, тут не нужно сильно обольщаться, потому что Фредди Роуч один, а желающих у него потренироваться Зал большой. один, да. И уделить всем внимание в полной мере, конечно, Фредди не в состоянии. И когда кто-то говорит, что я тренировался в зале у Фредди Роуча, это еще далеко не факт, что ты тренировался у самого Фредди Роуча. Далеко не факт, что он вообще знает о твоем существовании. Если нужно сказать, я был в Москве, но тебя не принимали в Кремле, да? Да. Гимн. А теперь национальный гимн Бельгии. And now the national anthem of Belgium. Жекпе-жекті мен жалпы өмірмен теңей аламын. Адамның өміріне өте ұқсас, өйткені Участников титульного боя за пояс WBO Global во втором среднем весе. В синем углу ринга боксер из Бельгии, ему 25 лет, рост 179 сантиметров, вес 79 килограммов, 800 граммов. Одержал 12 побед, 6 нокаутом, потерпел 3 поражения и в одном бою зафиксирована ничья. Чемпион мира WBC по молодежи в среднем весе и чемпион Бельгии во втором среднем весе. In the blue corner, 25 years old, high 179, weight in 79.8 kilos. Professional record, 12 victories, 6 victories by knockout, 3 defeats and 1 draw. WBC World Youth Middleweight Champion and Belgian Super Middleweight Champion from Belgium, Ilias Lavakina Ashegi. Красный угол ринга. Боксеру 27 лет, рост 181 сантиметр, вес 75 килограммов, 950 граммов. Провел 9 боев, одержал 9 побед, 7 нокаутом, ни одного поражения. Чемпион WBC Азия во втором среднем весе из Казахстана, из города Атырау, Айдос Ербосынулы. Рефери в ринге Александр Калинкин. Good luck. Let's go. Round 1. Ну что ж, дорогие друзья, с гимном Бельгии немножко не заладилось. Надеемся, что бой получится более красиво. Чисто внешне Айдос Ербосынулы больше соперника. Но он и выше намного.
Хорошо по туловищу. А вот здесь Отвечает, да, боковым ударом такого через руку. Бельгийский боксер. Снова в туловище прямым ударом передней рукой. Айдос работает. Тем же пытается ответить и бельгийский профи. Хорошо. Плотный Плотно, удар. очень плотно в туловище. Сдвоенный удар использует сразу Ербасынулы. Снова в туловище. И хорошо Ачергуи пробил левый боковой. Да. В ответ. Поджал соперника канатом Ербасынулы, но тут же выпустил оттуда. И вот смотрите, как только пытается пробивать правый по туловищу, Тут же, да. левый сбоку туда ему заходит. Продолжает стрелять одиночными силовыми ударами Айдос. Пока все. Разведка боем. Безусловно, делать какие-то далеко идущие выводы рано. Понятно, что на дистанции ему работать тяжело. Вот здесь тот самый эпизод, о котором мы Ну говорили. да, левый боковой. В контратаке от правого в туловище. Остался почему-то у канадцев Ильяс. Получил по печени. Да. Un peu plus karaté. Темп ниже среднего. Да. Ну, вот такие вспышки возникают нечасто. Хорошо сейчас. Хорошая комбинация. Боковой снизу и снова боковой в исполнении боксера из Казахстана. Опять остается бельгийский боксер почему-то у канатов, не уходит, перекрывается. И вот опять попадает по туловищу. Попал. Ну вот, одиночный, точный удар и снова хороший джеб у Ильяса. Ну и в принципе левая рука у Ильяса Ачергуи довольно опасная. Да, он так быстро бьет, без замаха.
ton menton, serre ta garde. Menton. Tu vas tourner comme un attaque. Menton. Ouais, ça c'est bon. Ne recule pas, ne recule pas, ne recule pas. Ne recule pas, mets notre entourage. Bouge-toi, mets ton coup de plus, t'es fort. Дистанция продолжает. Voilà, avant lui, quand tu sens Обстрел. avant lui. Казахстанский боксер. И вновь попадает Элиас. On est calme, on a 10 secondes, on a Нет, но так выстрелит достаточно остро представитель Бельгии. Для атаки уходил казахстанский боксер и один удар пропустил. Voilà, double. Crochet. Левый сбоку, там. Voilà, là, il se bien. D'un côté de l'autre. Serre ta garde. Sois précis, touche. Allez, maintenant, sur le danger. Serre ta garde. Сдвоенный левый. Решил покачать немножко соперника Айдос. А тот опять встал у канатов и не пытается отойти. Ниже пояса. Да, согласен. Но Александр Калинкин тут же отреагировал на это. Зашел на ударную дистанцию без этих самых ударов Ачергуи, но и в результате, Но перекрыт был. да, перекрыт плотно. Ну вот, нужна такая серия по туловищу. Конечно, обязательно. Ильяс останавливается, перекрывается, прячется за блоком. Вот хорошо. Все чаще и чаще. Казахстанский боксер начинает работать по туловищу. Это должно принести Конечно. свои плоды. Надо убрать руки с головы, потому что действительно очень плотно перекрыт Ильяс Ачергуи. Тяжело пробивать этот блок, а поскольку корпус открыт, то Mais le premier, là, voilà. Tu vas dans la corde, tu remets ta droite. Ta droite. попал в живот сейчас. Эти удары обязательно скажутся в И дальнейшем. вот апперкот отличный. Принесут свои плоды. Левый сбоку. Так, методично начинает уже разбивать защиту соперника боксер из Казахстана. Левый боковой пропустил сейчас Айдос. И сам здорово по разным уровням, по разным этажам отработал. По-моему, почувствовал это все. Да. Ой, Это и сам. подножечка. Это подножечка. Ничего страшного не случилось. Нокдаун. Да, отсчитывать. Но там удар был. Но, опять же, Александр Калинкин — это мэтр судейского цеха боксерского, поэтому я здесь уповаю исключительно на его высокий профессионализм. Ну, я Ну, еще половина раунда надо возвращать. Конечно, я думаю, что вот этот балл сейчас, который проиграл Айдос Ербасынулы, поможет ему найти дополнительную мотивацию для того, Ну, заведет, да. Главное, чтобы не терял концентрацию. Хороший апперкот. Да, есть.
Oh, ta famille te regarde, hein. Travaille sur mon dos. Ta famille te regarde, Elias. Travaille sur mon dos. Voilà où. Mais ça va, regarde, les gens. Да, много ударов уже пропускает за раунд Ильяс. Опять очередная попытка ударить снизу. Mets la droite en large, vas-y, essaye ton pied. Ну вот. Правый в корпус, левый боковой в голову. И правый боковой очень плотный зашел сейчас. Да, вот это досадная оплошность была или нет, сейчас мы с вами увидим. Но раунд, в принципе, конечно, за Айдосом. Да, да. Еще бы ему хорошо оформить ответный нокдаун, было бы совсем здорово. Но нет, не сложилось, хотя, опять же, начинает наращивать свой перевес Айдос Ербосынулы. Хорошо он пробивает по туловищу. Был толчок, конечно. Мы не видели ног. Вот с другой точки, опять-таки, средний план. Ну, Заплелись ноги, по-моему, у Айдоса. По-моему. Раунд 5. но Тем более, формально Александр Калинкин прав, потому что после удара коснулся третьей точки пола, будьте любезны. Удар был... Ой, что такое? что Травма. с ручкой. Плечо. Если вылетело плечо, то бой продолжать Да, все. невозможно. Все. Это поражение. Это очень серьезная травма. Он перед этим... Ну, травмы. Очень обидная вещь. Всегда неожиданная. Нет, ну, Ну, конечно, на сначала шапку шапку надеть, а потом майку. Все правильно. Так стильнее. Да, вот прикладывают лед уже. Знакомые все лица. Ну вот как раз Сергей тоже говорит, что не было ничего. Ну, толчок был, ну как, ну перчатка коснулась головы или что там. Но это уже не важно. Итак, дамы и господа, из-за отказа синего угла от продолжения боя по причине травмы досрочную победу техническим нокаутом в 5-м раунде одержал, остался непобежденным и завоевал пояс WBO Global во 2-м среднем весе Айдос Ербосынулы, Казахстан, Атырау. Cause I know